Вітаем усіх слухачоў канала Культура. З вами гукарэжысёр Ларыса Мараева, вядучы Владимир Трапянок. Сёння ў межах дыялогаў пра культуру мы раскажам пра стан сучаснай фатаграфіі, а таксама пра месца камп'ютарнай графікі ў сучаснай мастацкай прасторы. Нагодай для такой гаворкі стаў выставачны праект, які напярэдадні адкрыўся ў сталічнай мастацкай галерэі Михаіла Савіцкага. Называецца ён «ДНК сучаснай фатаграфіі і камп'ютарнай графікі. Каляровыя сны». Госці прамога эфіру ў студыі канала Культура, куратар названай экспазіцыі, што падрыхтавалі, дарэчы, музей гісторыі мінскай выставачная зала Лібра Олег Рыжкоў, но таксама фатограф, найлепшы прафесійны фатограф 2020 года па выніках конкурсу Федэрацыі еўрапейскіх фатографаў Даша Арт. Дзень добры, шаноўныя госці. Добрый день. Здравствуйте. Калі, сябры, у вас таксама ёсць пытанне наконт новага ці іншых праектаў, да якіх маюць дачыненне і Олег Гар'евіч, і Даша, вы можаце даслаць свае смс на кароткі нумар 1029. Удзень мы, дарэчы, у прамым эфіры. Калі вы нас слухаеце ўвечары, гэта паўтор перадачы. Таму, калі ласка, далучайцеся, задавайце пытанні. Калі зможам, зразумелая справа, адкажам і паспрабуем адказаць у любым выпадку. Яшчэ раз называю нумар для вашых смс 1029. Ну, а мы будзем пераходзіць да гаворкі. Я пачну, напэўна, з таго, што галерэя Лібра – гэта такая пляцоўка, якая прапануе выдатную магчымасць далучыцца беларускім аматарам мастацтва да ўзораў яскравых творцаў сусветнага мастацтва. І калі прыгадваць некаторыя прозвішчы, можна ўзгадаць у прыватнасці такіх мастакоў, як Рэне Магрыт, як Сальвадор Далі, Андры Матыс, Пабло Пікасо, Энді Уорхал, беларускія творцы, у прыватнасці гэта Алік Замосцін, ну і гэтак далей. Но на гэты раз акцэнт змешчаны менавіта на віртуальную прастору, на віртуальнае мастацтва, якое ўсё больш і больш заваёўвае і папулярнасць, і мастацкую прастору ў цэлым. Так вось, напярэдадні адкрыцця праекта арганізатары заяўлялі пра тое, што гэтая выстава дазволіць здзейсніць вандроўку скрозь мноства віртуальных сусветаў, народжаных фантазій самых таленавітых мастакоў. Першае пытанне, Олег Гар'евіч, будзе да вас. Так вось, у якія сусветы запрашае гэты праект? Ну, на самом деле мы впервые столкнулись с проектом, связанным с фотографией, и до момента открытия не понимали вообще, как он будет выглядеть. А в проекте принимают участие, мы взяли смелость и пригласили около 20 лучших фотографов мира. Представляют они практически все страны, начиная от Бразилии, заканчивая наше ближнее зарубежье и наших ближайших соседей, страны Прибалтики, России, Украины. Конечно же, как во всех наших проектах, в нем принимают участие и белорусские участники, их более 20 тоже. Таким образом, около 150 работ, абсолютно разных работ по своему направлению, но выделить что-то наиболее лучшее практически невозможно, потому что работы все являются очень яркими, насыщенными. Мне нравится в этом раз, что формат работ, если можно так сказать, размер работ основной тоже достаточно большой, поэтому выставка занимает практически все пространство первого этажа галереи Савицкого, от потолка до пола. И на ней представлены все виды современной фотографии, которые сейчас, наверное, только мы можем найти. Это и цифровая живопись в ее классическом варианте, это и 3D-моделирование, это и в последний момент появились у нас работы, так скажем, движущихся уже картин, которые представлены через монитор, то есть фотография, в которой еще что-то происходит внутри самой себя. Поэтому людям, которые увлекаются этим творчеством или которые любят яркие краски, будет очень интересно. Я так разумею, что это аккурат вось тыя крытэрыі, па якіх адбіраліся працы, так? Да, мы хотели, чтобы она была в первую очередь зрелищная и разнообразная. Поэтому и классика. Вообще мы планировали сначала, что выставка будет включать как бы такую немножко и историю фотографий, да, но увидели количество заявок и количество заявленных работ, поняли, что традиционная фотография как таковая, особенно черно-белая, она немножко будет теряться. Хотя у нас представлен черно-белый вариант фотографии, но в современном как бы ее виде. Когда ты всматриваешь и проходишь мимо, тебе кажется, что это просто классическая фотография, а потом ты видишь там очень много нюансов, сюжетов внутри самой, поэтому очень интересно. Традиционно выставка снабжена
квестам нашим традиционным, когда человек может не только смотреть, рассматривать произведения искусства, но еще увлекаться в такую игру, то есть поиск каких-то ответов, загадок, вопросов по той или иной работе. Это дает возможность не только один раз пройти выставку. Вот некоторые вчера, допустим, на открытии пробег сделали, наверное, кругов 12-15, прежде чем найти тот или иной ответ. Идут очень интересные мини-лекции по выставке, они идут нон-стопом, где рассказы по телевизору, где рассказываются о практически всех участников проекта и о всех направлениях современной фотографии как таковой. Потому что, допустим, все наши иностранные участники, очень многие из них профессионально работают, создавая компьютерные игры. Поэтому вы можете увидеть и своих каких-то героев, да, любимых, выходцев из мониторов компьютеров уже на полотна фотографии. Поэтому я думаю, что она, вот как показало вчерашнее открытие, будет интересна всем, начиная от детей, которые сейчас сидят в этих компьютерах, и заканчивая взрослыми, которым интересно высокое творчество. Потому что я хочу сказать, что тяжело даже иногда отличить, что на стене находится фотография или картина, или шедевр какой-то другого плана. Масло – это кисть, поэтому всех приглашаем. Тут, до рэчы, вельмі цікава, як можна, як увогуле варта ацэньваць камп'ютарную графіку ў прыватнасці. Ой, мне кажется, в современном мире все настолько перемешалось, что я считаю, что современная фотография – это произведение искусства. Это именно, причем высокое произведение искусства. Это фантазия художника. Не побоюсь этого слова, потому что сейчас фотограф – это уже художник. Причем у нас, опять-таки, принимают участие профессиональные художники, то есть члены Союза художников Беларуси, которые увлеклись вот этой тематикой. Но когда ты смотришь на то, что они создают, удивляешься вообще, что происходит у них в голове в тот момент, когда они это создавали. Ведаеце, тут у мяне адразу такое ўзнікае яшчэ пытанне, што вельмі важна зразумець, дзе вось гэтая мяжа паміж прафесіянальным і аматарскім мастацтвам, тому што зараз камп'ютарныя тэхналогіі дазваляюць стаць аўтару і творцу абсолютно кожнаму. Вы знаете, мы никогда не делаем критерий и никогда не ограничиваем допуск на свои проекты по критерию профессионал ты или нет. Мы отбираем работы по тому критерию нравится, не нравится, и может понравиться это публике или не может понравиться публике. Поэтому вот я сказал, что принимают участие более 20 белорусских художников, среди них 10 достаточно таких известных имен, мэтров, как уже профессионалов, то около 10 работ абсолютно начинающихся людей, фотографов, художников. У нас представлены не только фотографии, дело в том, что представлена коллекция керамики Кондрусевича, но опять-таки на которой он использует как бы перенос фотографий на свои изделия, но уже ручным методом, своей технологией. Есть акварельная работа, которая создана на основе тоже фотографии. Поэтому, то есть там все-таки мы хотели показать вот эту глубину, ширину и вообще насколько фотография может вдохновлять того или иного человека на дальнейшее творчество. Я хочу удакладніць яшчэ адзін момант. Скажыце, калі ласка, а вось спосабы дэманстрацыі гэтых работ, якія выстаўлены ў праекце, гэта раздрукаваныя працы, так, якія створаныя ў камп'ютары, потым надрукаваныя і повешенные на стены, это все-таки еще и плюс некие экраны. Это есть классическая форма подачи, есть экран, которым показывают, я говорю, движущиеся фотографии, вернее, фотография статичная, в которой происходят еще какие-то движения. Поэтому я думаю, что будет интересно, опять-таки, тем, кто вот в ногу со временем идет. Я просто чему пытаюсь наконт экрану, потому что это так званое нет-мастацтва, так, нет-арт, виртуальное, визуальное мастацтва, якое з аднаго боку дазваляе мастаку заявіць пра сябе, прычым далёка за межамі сваёй краіны, стварыць нейкае імя, займець нейкі імідж у мастацкім свеце. Разам з тым, менавіта вось гэтыя творы, яны існуюць выключна ў камп'ютарнай прасторы, менавіта вось там у тым віртуальным свеце, і гэтыя творы, на жаль, не змогуць ні папоўніць калекцыю нейкага аматара жывапісу ў прыватнасці, так? Ці яны не змогуць стаць, скажем так, на нейкім фізічным носьбіце, і гэтыя працы зноў жа нельга прадаць. Ну почему? Мне кажется, что можно продать любую работу, тем более, нам же как-то принесли эту работу, чтобы мы ее показали даже через монитор.
Соответственно, права можно купить и показывать у себя, условно говоря, в кинозале, если у тебя это располагает этот дом. Но что интересно, что с одним из авторов, который нам представил эту вот коллекцию, так скажем, мультяшных фотографий, я их в своем жанре назвал таким образом, чтобы было более понятно, мы договорились, что он будет создавать нам целый цикл движущихся сейчас афиш по этой выставке. То есть мы принимаем традиционную афишу, даже если это в интернете или еще где-то, стационар, бумага и что-то на ней нарисовано. Так вот сейчас у нас появятся мультяшные афиши, связанные с вот этим проектом. Ну што ж, я хочу нагадаць нашым слухачам, што гэта дыялогі пра культуру. Сённяшняя наша госці гэта куратар праекта ДНК сучаснай фатаграфіі, камп'ютарнай графікі «Каляровыя сны», які працуе ў сталічнай мастацкай галерэі Міхаіла Савіцкага Олег Рыжкоў, но таксама найлепшы прафесійны еўрапейскі фатограф 2020 Даша Арт. Даша, я буду звяртацца акурат да вас. І слухачам нашым адзначу, што прыйшлі вы да фатаграфіі, наколькі я ведаю, у студэнцкія гады, хаця займаліся ёй яшчэ раней, так і з самага дзяцінства, ну і літаральна праз некалькі гадоў дасягнулі такога выдатнага поспеху, чым Беларусь у прыватнасці можа таксама ганарыцца. Вы сталі найлепшым еўрапейскім фатографам 2020 года. І такое будзе пытанне. Скажыце, калі ласка, ці змяніліся разуменні фатаграфіі вось пасля гэтай перамогі? І фатаграфіі як твора мастацтва, і фатаграфіі як працэсу ўвогуле. Награды, в принципе, никак не влияют на меня творчески. Ну, не сказать, что совсем не влияют, они больше стимулируют меня продолжать создавать. Но, опять же, у каждого автора, который участвует в каких-либо конкурсах, есть разные цели, задача, зачем он это делает. Кто-то делает, чтобы доказать что-то, кто-то делает ради удовольствия, чтобы поучаствовать в процессе, кто-то делает это с коммерческой точки зрения, потому что все эти конкурсы дают возможность международных выставок, то, что, допустим, автор не может позволить себе сделать какую-то выставку за границей, то если ты выигрываешь, у тебя появляется такая возможность. Вот. И в моем случае я использую все возможности, но в первую очередь мне просто очень нравится участвовать, нравится этот адреналин, ждать результаты конкурса, посмотреть, с кем я соревнуюсь, посмотреть уровень работ и, конечно, сравнить себя с другими авторами. Ну, па сутнасці, ідзе такі своеасаблівы абмен вопытам, так? Да, это обмен опытом. Своеасаблівае такое навучанне ў тым ліку таксама. И, конечно, каждый год меняются тенденции в сфере фотографии. Когда ты участвуешь, ты находишься постоянно, так сказать, в теме и знаешь, что вот популярно, какие жанры фотографий в этом году работают, что выигрывает, потому что почему эта победа «Лучший фотограф Европы» особенно важна, потому что чаще всего выигрывают репортажные фотографы. Это мужчины, которые ездят в горячие точки, места, куда, во-первых, не может поехать женщина, туда не допускают женщин-фотографов. Ну и вот редкий случай, когда художественная фотография может переосилить в какой-то момент глубокие эмоциональные кадры фотожурналистов. Многія ваши работы з'явіліся пад уздзеяннем творчасці зноў жа славутых мастакоў, і мы можам тут узгадаць у прыватнасці Марка Шагала, гэта ваш зямляк, так, гэта і Мандрыян, і Кандзінскі, і Малевіча, Пікасо, і спіс можна працягваць. А гэта імёны, як мы ведаем, еўрапейскіх геніяў, так, не будзем адмаўляцца ад гэтага. Ну і стварэнне мастацкай фатаграфіі вы даволі часта спалучаеце з графікай. А графіка, наколькі я ведаю, гэта ўсё-ткі такі, скажам, велізарны пласт мастацтва ўсходу. Ці было ў вашай практыцы спалучэнне менавіта нейкіх традыцый усходніх у тым ліку? Ну, во-первых, на мое творчество, конечно, повлиял художественно-графический факультет, который я закончила. В Витебске очень много художников, всем это известно, это классическая школа живописи. И Марк Шагал, которым мы гордимся, работы которого мы любим, они действительно появляются у меня, потому что, наверное, как некоторые люди говорят, в Витебске совершенно уникальная творческая энергетика. И как-то само по себе получаются вот такие работы, иногда даже не сильно запланированные. Вот. То же касается и супрематизма, который я просто безумно обожаю. Я рисую и картины маслом в стиле супрематизма, геометрии, кубизм. И это же прослеживается у меня в фотографии. И все равно это влияние города, влияние наследия города, людей, которые там работали и создавали. Ну и минимализм,
ваш любимый так само можем згадать. Да, на самом деле не всегда в моих фотографиях минимализм, но я приверженец того, чтобы делать акцент на изображении, то, что я хочу показать, не преследуя расставлять много акцентов одновременно. До рэчы, пра фотаздымкі кажуць пра тое, што пра фотамастацтва ў цэлым, так, калі казаць і працягваць нашу гаворку, што двойчы нельга ўбачыць адзін і той жа твар. Таму што праз імгненне гэта будзе ўжо зусім іншая натура. А якія яшчэ цяжкасці могуць напаткаць у творчым працэсе фотамастака, і як увогуле ствараецца вось тое арт-фота, з якім вы так любіце працаваць? На своих выставках я всегда рассказываю о том, как мы это создаем, потому что этот процесс является настоящим художественным процессом, потому что все, что видит зритель, это создано вручную, это боди-арт, грим, это прически, это костюмы. К примеру, обычная съемка, если не очень сложный грим, примерно займет 4 часа. Мы покрываем девушку краской, еще где-то час-два мы делаем прическу, потом мы ее фотографируем, потом я дорабатываю фотографии. Да, у меня есть обработка, я ее делаю, но она больше на выглаживание до идеала. Но мы не вносим какую-то, как это сказать, грубую корректировку в идею, мы просто ее дорабатываем. Вот, поэтому процесс одной фотографии может занимать достаточно очень долгое время, пока мы подготовимся, отошьем костюмы, пока мы сделаем грим, потом пока я выберу фотографии, потом пока их отредактирую. То есть одна съемка может и месяц занимать. И поэтому этот процесс, он совмещает в себе и живопись. Только в моем варианте я не использую холст, а моим холстом является модель, которую я разрисовываю с гримером-ассистентом. Вот, а потом уже фотография. Поэтому арт-фотография, в принципе, рассказывает то, чем я занимаюсь, более четко. Тут яшчэ, ведаеце, вельмі важна, на маю думку, улавіць вось той момант, каб вось менавіта знешнія нейкія атрыбуты, так, вось тыя элементы, якімі вы ўпрыгожваеце сваю мадэль, супадалі з унутраным станам мадэлі. Гэта таксама, мне здаецца, вельмі важна, каб не было своеасаблівага такога рознагалосся ў гэты час у творчым працэсе, каб была вось нейкая такая цэласная картинка. Вот в этом случае я очень редко беру уже готовые какие-то костюмы и материалы, потому что редко они полностью могут соответствовать моим критериям. Поэтому мы предпочитаем с командой, если придумали идею, полностью самим создать костюм, создать именно то, как мы это видим. Потому что мне угодить очень сложно. Вот, выбрать мне какой-то аксессуар или костюм, это угодить, это редко. Все равно придется его дорабатывать, что-то с ним делать. Ну што ж, дзякую, я вярнуся яшчэ да вашай творчасці абавязкова. У нас ёсць смс ад нашага пастаяннага слухача Александра, які даслаў пытанне на кароткі нумар 1029, і пытанне будзе, Олег Гаревич, да вас. Ці можаце вы дэталёва апісаць адным ці трыма словамі найбольш яркія работы выставы? Не? Нешта я не так зразумеў зараз. Ці можаце вы дэталёва пісаць словамі? Это невозможно, потому что работы, я сказал, все до единой, они настолько яркие, настолько самодостаточные, что выхватить что-то взглядом одну или две я не могу. Бывают выставки, да, что какие-то работы притягивают к себе, и ты находишься около них, там, допустим, можешь находиться около часа. Но в данном случае, вот многие, кто вчера были на выставке, они сказали, что надо прийти, надо переспать с этой выставкой, прийти заново и понять, что же все-таки происходит у них в голове. Потому что там буйство красок, буйство цветов, буйство фантазии, буйство фэнтези и вообще всего невероятного. Что касается, допустим, конкретно Даши, я увидел буквально, познакомились мы с ней недели 3 назад, и это, слава богу, так получилось. Уже в момент подготовки этой выставки, когда я увидел ее работы, я тоже прошел сначала мимо, но увидел яркие, красивые фотографии, как и вчера многие зрители. Но потом, когда она объяснять стала, что это все создано, то есть это реальные фотографии, реальные образы, а не фотомонтаж, ты по-другому начинаешь на них смотреть. Поэтому я рекомендую вашему постоянному слушателю просто прийти на эту выставку, гарантирую, что он получит истинное удовольствие. И вот вчера, да, в Дашин зал, потом после того, как пошла информация, что это реальные образы, реальные люди, реальные модели, и это абсолютно классическая, можно сказать, фотография с небольшой доработкой после того, как
просто был взрыв в этот зал людей, которые пришли и не верили тому, что это создавалось. Даже мои друзья, вот мы вчера была такая дискуссия, правда или нет, может быть, она обманывает. В конечном итоге они подошли, она их убедила, она им показала все на полотне, и они уже ушли удовлетворенные. Поэтому описать что-то 2-3 словами или выделить какую-то одну очень самодостаточные работы наших белорусов, там Троинович или там, ну, ряд других художников. Вы знаете, что-то там с космосом связано, что-то с природой. Очень много художников, некоторых художников, вернее, иностранных, вдохновляли детские сказки, которые они потом переложили на свои полотна. Рекомендую прийти и посмотреть. Ведаеце, я зараз зноў жа звяртаюся да назвы праекта ДНК сучаснай фатаграфіі і камп'ютарнай графікі. Дар'я, хочу вас удакладніць, дык усё-ткі камп'ютарная графіка нейкім чынам у вашых работах. Ну, если мы Звучала можем фраза назвать «невеликие какую-то, корректировки». если мы можем это назвать ретушью, да, доработкой, а когда я говорю про ретушь, я говорю удаление каких-то дефектов, да, поправить там какой-то нюансик, ну, и скорее... Карацей нязначна такія невялічкія карэкціроўкі, так? Корректировки, да, Мгм. небольшая цветокоррекция, но я, наверное, все-таки не могу сказать, что это компьютерная графика, потому что все же мы создаем все по-настоящему, как я уже рассказывала. И для того, чтобы было меньше вопросов, а потому что все задают один и тот же вопрос, вот мы не верим. Я создала канал на YouTube для того, чтобы вот показать, как я это делаю, шаг за шагом. Вот. И человек может перейти и посмотреть... Каб Как зняць это усе пытанні делается? лішнія. Конечно, потому что когда я рассказываю на словах, все равно остается, наверное, какая-то Падманвае мусіць. Нешта недоверие. недагаворвае, так. Недоверие, да. А вот перейди, посмотри, там показано, мы так называем таймлапс, как мы берем модель, вот она приходит, мы ее начинаем красить, причесывать, и пошло, и в конце этого ролика я показываю, какие получились у нас фотографии. То есть от начала до конца мы как бы видим процесс создания. До рэчы, вашая праца можна ўбачыць, я спадзяюся, і ў інстаграме ў прыватнасці, так? Вас Да. можна знайсці ў сацыяльных сетках пад нікам Даша Арт. Таму, шаноўныя слухачы, калі вы таксама, ну, можа быць, лянуецеся завітаць у галерэю Міхаіла Савіцкага і хочаце пазнаёміцца з працамі Дашы Арт, то, калі ласка, шукайце ў сацыяльных сетках, але не забывайце на тое, што жывая сустрэча з мастацтвам – гэта зусім іншая эмоцыя. Я хочу сказать, что никакой Инстаграм, никакой экран телефона или там экран монитора не передаст ту энергетику, которой обладают оригинальные работы. Ведь как и произведения искусства, я отношу фотографию к произведениям искусства, они обладают сумасшедшей энергетикой автора. Это ж не просто он щелкнул и повесил, а там передана часть жизни его, часть эмоций, часть этих. Поэтому увидеть это все только можно, соприкоснув напрямую, воочию. Больш за тое, я хочу зараз таксама нагадаць нашым слухачам, што вядзецца відэазапіс нашай перадачы і хутка ён з'явіцца ў нашых сацыяльных сетках і на YouTube-канале, таму таксама, калі ласка, далучайцеся, можаце каментаваць нешта. Нагадваю, што кароткі нумар для вашых пытанняў 1029, далучайцеся, пішыце свае пытанні, задавайце, калі ёсць нейкія, напрыклад. Но у мяне пытанне будзе зноў жа звязанае з творчасцю Дашы. Неяк у адным інтэрв'ю вы сказалі, што хацелі выкарыстаць вобразы Еўфрасіні Полацкай і Францыска Скарыны. І не толькі, гэта вось тыя беларускія асветнікі, так? А ці ўдалося рэалізаваць гэтую ідэю? І калі яна яшчэ ў планах, то я, напэўна, вас магу наперад так крыху, скажам, з задзелам, з зачынам з такім назваць, што калі гэта сапраўды адбудзецца і гэтыя працы трапяць за межы Беларусі, то вы станеце сучаснай асветніцай беларускіх асветнікаў за межамі Беларусі. Да, эта информация скорее будет связана с национальным павильоном Республики Беларусь на Всемирной выставке Экспо в Дубае. Я работаю в арт-зоне, представляю Беларусь в арт-зоне, и моя задача создать уникальную выставку белорусского наследия в совершенно новой форме, чтобы любой зритель с любой страны мог прийти в павильон и познакомиться с историей Беларуси и понять, насколько это интересно и красиво. И одним из образов моих фотографий является Ефросинья Полоцкая. Фотография создана, будет показана на открытии павильона. Сейчас пока нельзя не показать ни костюм, а хочу сказать, что костюм там совершенно уникальный, который мы сделали, вот, и такие же красивые фотографии. В общем, начало положено, вот, ждем открытия. Олег Гарьевич, вам таксама ідэя? Плануеце што-небудзь новае? Да я уже все это, Устали. уже все, да. Всё уже в голове. Да,
навечно, да. Даша, у мяне будзе яшчэ такое пытанне, што вы самі таксама пра гэта ўзгадвалі, вы казалі, што апрача фатаграфіі вы яшчэ займаецеся і жывапісам. Дзе можна будзе ўбачыць гэтыя работы, таму што можа быць жывапіснай маю на ўвазе. І дарэчы, калі прыгадваць гісторыю славянскага базара, то калі не памыляюся, мінулым годам так вы паказвалі там фотаграфіі. Можа быць, на гэты раз менавіта жывапісныя палотны будуць выстаўленыя. У меня есть в планах сделать выставку живописи в Минске. Мне интересно получить обратную связь от зрителя, потому что все привыкли видеть фотографию, а тут живопись. Живопись я начала снова делать 2 года назад, потому что появилось много свободного времени по всем известным причинам. Когда мы сидим дома, не хочется зря терять свое время, я начала снова рисовать, потому что после университета я абсолютно полностью была погружена в фотографию и забыла буквально про все. И для меня было большим вдохновением снова начать рисовать. И картины будут очень близки к фотографиям и по стилистике, и по цветовой гамме. Увидеть можно на моем официальном сайте, кое-что я выкладываю в Инстаграм. Но в Инстаграме, конечно, мало, потому что все равно мой зритель там привык видеть фотографии. И не совсем однозначное восприятие. И я решила, что я не буду перемешивать эти моменты и просто выставляю сейчас на своем официальном сайте. Также сейчас проходит выставка в Лондоне. Там коллективная выставка, но там присутствует 5 моих картин. То есть я уже начала внедрять, так сказать, свою живопись. Ну, как я и говорила, Минск пока не знаком с моей живописью, но я надеюсь, что организуется выставка, и я смогу показать все, что у меня сейчас готово. До конца лета Мінск павінен пазнаёміцца з вашымі фатаграфіямі, бо асобная зала ў межах праекта ДНК сучаснай фатаграфіі, камп'ютарнай графікі, каляровыя сны прысвечаны менавіта вашым работам. А, дарэчы, неяк мой калега, наш сувядучы дыялогу пра культуру мастацтвазнаўца Мікалай Паграновскі, прыкмячаў, што любая творчая асоба, роўна як і мастак сюррэаліст, у той ці іншай ступені звяртаецца і да рэальнай рэчаіснасці. Ваши палотны крыху ад гэтага адыходзяць, тым не менш, ці ёсць у вас сапраўды такія работы? Очень редкий случай, когда я делаю что-то не в зоне креатива или чего-то странного. Я не вижу смысла создавать что-то обычное, потому что художник есть для того, чтобы обычные вещи показывать необычно, на мой взгляд. И поэтому есть много экспериментальных работ и в фото, и в живописи, которые хранятся у меня, но которые никто никогда не видел. Может быть, когда-то у меня появится настроение показать, но я пока не готова. Ну почему? Букет цветов, который стоит на выставке. Вот 2 работы на выставке есть. 2. Это не совсем та фотография, которую привык видеть зритель, мой зритель, но это 2 натюрморта, совершенно тоже необыкновенные. Это в одном я использовала пружину от старого автомобиля в форме вазы. Вот. Ну, смотрится это действительно интересно. Очень классически, очень необычно. Я приглашаю всех посмотреть на эту пружину. Это арт-объект. Да. Правда, отец потом пружину забрал, сказал, верни обратно. Не, ну все зафиксовано уже, твор мастацтва з'явился. А 2 работа тоже натюрморт с тюльпанами, которые выглядывают из золотой клетки. Это тоже очень красиво, очень классически, но не совсем похоже на меня обычную. Пойду сегодня пружину смотреть, я ее не видел. Ну что ж, Олег Гарьевич, литерально 2 слова и запрашайте наших слухачов на выставу. Ну что ж, я еще раз приглашаю на выставку. Открылась она буквально вчера и будет до конца августа проходить. ДНК современной фотографии, компьютерной графики. Огромное количество полотен, которые поражают своими идеями, мыслями и красками. Так что приходите, все возрасты получат, я думаю, уверен, истинное удовлетворение. И могу смело сказать, что это на сегодняшний день самый крупный выставочный проект фотографии в Минске. Ну што ж, дзякуй за тое, што знайшлі час распавесці пра новы цікавы праект, на які таксама і мне варта завітаць, так? За ваш настрой, за ваш пазітыў, за натхненне на творчасць, спадзяюся, нашым слухачам. Ну і нагадаю таксама, што гасцямі прамога эфіру на хвалях канала «Культура ў межах дыялогу пра культуру»
Былі куратар названай экспазіцыі, гэта ДНК сучаснай фатаграфіі, камп'ютарнай графікі, каляровыя сны Олег Рыжкоў, но таксама найлепшы прафесійны еўрапейскі фатограф 2020 Даша Арт. Дыялогі пра культуру завершаны. З вами былі гукарэжысёр Ларыса Мараева, я Владзімир Трапянок. Шукайце наша відэа ў сацыяльных сетках на YouTube канале. Дзякуй за ўвагу і да сустрэчы.